Привет, телезрители! Добрейшего времени суток, друзья! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Будем знакомить вас с самыми интересными событиями республики, страны, мира, не выходя из дома. Твои проводники на вершину событий Никита Гуров И Аня Ушакова. А вот что наши корреспонденты сняли, тоже не выходя из дома. Сегодня в выпуске «Как держать руки в чистоте», из чего шить медицинскую маску и чем поразвлечь себя в режиме самоизоляции. Все это и намного больше в «Горе новостей», так что смотри и не переключайся. На календаре самая середина апреля и, между прочим, 15 число, мое день рождения, поэтому я активно принимаю ваши поздравления. Поздравляю тебя, но мы не будем отходить от темы, ведь, между прочим, сегодня Международный день культуры. Поздравляем всех, кто хоть как-то с ней связан. Спасибо за напоминание, коллега. И правда, в этом выпуске очень много новостей, связанных с культурой. Да и не только с ней. Вот ты знала, что во время пандемии коронавируса спортивная жизнь региона, страны, да и мира немного угасла. Однако в Башкортостане решили провести тренировку онлайн. Киберспортсмены из районов и городов республики будут соревноваться онлайн. Я, например, начала выходить на пробежку вокруг своего дома, но напомню, что я все-таки живу в частном доме, и тем, кто живет в городе, рисковать не советую. Ладно, Аня, заочно мы у тебя дома уже побывали, теперь переходим в гости к нашей коллеге, Насте. Всем приветик, на улице карантин, выходить гулять нельзя, но на самом деле дома и правда есть чем заняться. Сейчас покажу, что делаю я. Да, я сплю, много сплю и высыпаюсь. Это довольно полезно, ведь этим не похвастаешься в школьное время. Так что нужно наслаждаться. Смотрю сериальчики и фильмы, банально, но довольно интересно. Развиваю речь, учу скороговорки и так далее. А еще я играю в видеоигры. Вот, например, Sims. Это одна из моих любимых игр. А еще я шью маски. Пригодится же. А также читаю книги, на которые раньше времени не хватало. Готовлю по большей части десертики. Это же я. Играю с домашними питомцами. Знакомьтесь, это мой хомячок, его зовут Пип. А это, кстати, его огромный дом. Ну а на этом все. Всем удачи, не болейте. Надеемся, вы тоже не скучаете. Ну а нам уж точно скучать некогда. Фонд культуры имени Мажита Гафурии запустил онлайн-флешмоб, посвященный 140-летию со дня его рождения. Весьма актуально. Хоть мы и сидим дома, конкурсы не заканчиваются, и это очень здорово. Согласен, принять участие может любой желающий. Для этого нужно записать на видео стихотворение Мажита Гафури и разместить в своих социальных сетях, а также в Фейсбуке и во Вконтакте фонда имени Мажита Гафури. Видео можно заснять на разных языках. Раз уж мы заговорили о стихотворениях, наша постоянная зрительница из Учелинского района, Мандрыгина Валерия, ученица 6 класса, записала стихотворение «Девочка из блокадного Ленинграда». И именно с ним она стала призером зонального этапа всероссийского конкурса чтецов. Живая классика. Поздравляю! Как странно. Мне больше не хочется есть. И ноги совсем не болят. Нет, нужно подняться. Хотя бы присесть. Ведь это мой Ленинград. Пока я живая, живет город мой, зажатый в блокадном кольце. И мама живая, и братик живой, замерзший на нашем крыльце. Сквозь окна разбитые падает снег.
паркет, укрывая ковром. Я верю, что, к счастью, придет человек. Но все это будет потом. Давайте тоже не скучайте, находите конкурсы и участвуйте в них. А мы будем знакомить вас с новостями. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан из дома записал 5-ю симфонию Чайковского. В участие приняли более 70 участников, представляешь? Это просто небывалый случай и смотрится к тому же очень круто. Согласен. А за музыкальную основу была взята запись концерта с программой, которая готовилась для поездки в Германию. К сожалению, эта поездка не состоялась. Так давайте же тогда посмотрим это видео. Наши коллеги в условиях самоизоляции тоже времени не теряют. Занимаются полезными вещами. Да, и сейчас наша коллега Карина покажет, как делать дефицитные предметы теперь уже повседневного быта. Всем привет! Прямиком из дома мы решили поделиться с вами самым простым и быстрым способом, как сделать медицинскую маску в домашних условиях. Для этого вам понадобится одноразовые полотенца и ножницы. Это все, поехали! Мы отрываем 2 полотенца. И поскольку они у нас слишком большие, мы должны отрезать небольшую часть. Для удобства мы сложили пополам и сейчас отрезаем. Если у вас получилось не очень ровно, не расстраивайтесь, у меня тоже. Так, вот такие у нас полотенца получились, и мы складываем их вот так. Если вы хотите более плотную маску, то можно использовать 3 полотенца. Далее мы берем закрытую сторону вот эту и делаем надрезы. Если вам нужна детская маска, то делаем маленькие надрезы, примерно вот такие. А если побольше, то вот такие надрезы для взрослых. Далее мы разворачиваем нашу маску и заворачиваем ее вот сюда. И теперь осталось лишь надеть нашу маску. Смотрите, как просто, а главное быстро мы сделали медицинскую маску в домашних условиях, не используя шитья и швейных машинок. Берем маску за уши и надеваем. Теперь корректируем, можем сделать собственный дизайн, подогнуть. И вот смотрите, по-моему, очень здорово, лаконично и просто. Мы советуем вам сохранять режим самоизоляции и, конечно же, не болеть. Карина Однобаева специально для Горы новостей. Такую маску нужно носить максимум 3 часа, потом постирать с мылом и прогладить горячим утюгом. И тогда точно никакие вирусы и микробы не выживут. Это точно, но еще не стоит забывать про такую важную вещь, как антисептик, или, как его сейчас модно называть, санитайзер. Он обязательно нужен, если вы собираетесь выходить на улицу. И, допустим, на пути у вас дверная ручка в подъезде, товары в магазине, да и просто элементарно вы решили завязать шнурки. А потом потрогать лицо, ага, но выход есть. Всем привет, дорогие друзья! Вы знаете, что сейчас в мире стоит очень трудная ситуация с коронавирусом, и мы хотели бы вам показать, как можно себя обезопасить даже в домашних условиях. Итак, в этом сюжете я покажу, как можно сделать антисептик в домашних условиях. Поехали! Итак, самое первое, что нам понадобится, это самый обычный крем для рук. Можете взять любой.
Второе, нам понадобится чайная и столовая ложка. В чайную ложку мы наливаем перекись, а в столовую мы наливаем спирт. Потом выдавливаем крем в пиалку и перемешиваем это все самым обычным миксером. Перемешиваем мы это все примерно минуту до консистенции крема. Потом добавляем пищевой краситель, либо краску, которая не навредит вашим рукам. И перемешиваем. Затем, как у нас все готово, мы все это переливаем в какую-нибудь емкость, из которой вам будет удобно его доставать. У меня это вот такая баночка. Антисептик очень приятно пахнет кремом, абсолютно не красит руки и не пахнет спиртом. Так что я считаю, что это успех. Ну что ж, друзья, вот и все. Это очень простой рецепт, и я надеюсь, что вы будете им пользоваться. Оберегайте себя и своих близких. Ардамир Усманов, специально для Горы новостей. Ардамир, спасибо. Выглядит весьма симпатично. Наверняка вы задались вопросом, а что это мы только о серьезном и говорим, ведь обещали гору веселья. Поэтому прямо сейчас давайте научимся делать инстаграмный кофейный напиток. Ведь все кафешки закрыты, а пилить контент на свою страничку все-таки надо. Как быть? Согласен. Как сделать вкусный, бодрящий кофе утром? Здесь не обязательно покупать кофемашину и настоящий кофе. Сначала мы берем 2 ложки кофе, 1 чайную ложку сахара и заливаем немного это кипятком. Включаем блендер и перемешиваем до густой пенки. Мешаем до той степени, пока не получится вот такая густая пенка. Далее достаем стакан, трубочку и насыпаем туда мед. Выливаем туда немного и выливаем в эту пенную массу. Пробуем. Получился очень вкусный кофе. Вот такой простой и вкусный кофе можно сделать дома. Всем советую этот рецепт. Диана, спасибо. Обязательно попробую. Как вам такой формат сюжетов из дома? Пишите, о чем бы вы хотели узнать. Встретимся завтра в инста-эфире. Ну а на этом все с новостями и событиями дня. Тебя знакомили Аня Шукова И Никита Гуров. Включай нас каждый день и оставайся дома. Пока-пока. Пока-пока.